Дорогие друзья, в руках у меня якутская лошадь. Вы поняли, да, о чем мы будем сегодня говорить? Оказывается, якутская лошадь традиционная, она разделяется на два вида. Это верховая лошадь, видите, вот коневод на ней. А есть еще мясомолочное направление у лошади. То есть те лошади, которых мы едим, они не знают ни уздечки, ни узды, ни наездников. Но это понятно. Сегодня мы будем говорить с вами не о жеребятине, которую мы все очень любим. Мы будем говорить о том, что же можно изготовить из конского волоса. Оказывается, конский волос, в общем-то, используется в самых неожиданных областях. Например, в автомобильной, в стекольной, в легкой промышленности. Но у нас в Якутии очень активно развивается как раз-таки легкая промышленность, потому что из конского волоса можно изготовить предметы одежды, например, тюбетейки, например, шляпки, например, коврики, на которых очень приятно сидеть, и они, в общем-то, говорят, обладают целебными свойствами. Но сегодня мы будем с вами говорить и изготовим дейбир. Дейбир, что такое дейбир? Дейбир – это у нас вот такая вот штуковина, с помощью которой, вот так вот, сидя на лошади, например, на празднике Исэх, или на быке, вот так вот помахивая, мы отгоняем насекомых. Вот. А сегодня мы будем изготавливать маленький сувенирный дейбир, который мы можем подарить нашим гостям, которые сейчас очень активно посещают и открывают для себя наш невероятно красивый, изумительный край. Начнем. Поможет нам в этом деле наш педагог Мария Петровна Попова. Здравствуйте. Здравствуйте. Что мы будем изготавливать еще раз? Мы сегодня будем делать сувенирные. Так, маленькие вот такие сувенирные дейбирчики. Вот примерно вот такие, да? Вот представляете, допустим, я живу в маленькой деревне, предположим, да, и ко мне приехали гости откуда-то там издалека, может быть, даже из-за границы, не только из Москвы там или из Питера. И я могу этим гостям подарить вот такой вот сувенир, который будет напоминать о нашем чудесном крае. Правда? Да. Здорово. С чего мы начинаем? Так, я вам сейчас вот, ну это сделаем. Это сувенирный дейбирчик-оберег. Так, и сегодня мы должны усвоить, я вам покажу технику изготовления сувенирной махалки, но это дейбирчик. И еще вот значение оберегов из конского волоса расскажу. Ну и что такое дейбир, когда и как вот применяется махалка, вам уже рассказали. Так, и для меня что означает дейбирчик, я вам про это расскажу. Так вот, якутский народ, у нас языческая вера, поэтому мы благословляем или вот что-то, ну, желаем удачи всем, да, своим детям, родным. И, конечно, всегда мы используем конский волос. Угощаем нашу вот, ну, наш огонь, вот, наша связь с божествами проходит через обряды, через огонь. И всегда вот используем дейбир или махалки, да? А из чего? Вот, они из конского волоса делаем, из конского хвоста. И, конечно, вот они по поверьям, дейбир отгоняет злых духов. Поэтому наши предки всегда носили с собой постоянно. Что мы сейчас сделаем? Так, мы сделаем сейчас вот маленький такой сувенирный дейбирчик, я вам сказала. А вы разделили вот эти волосы вот на части, да, небольшие? Ну вот это грива, из гривы делается маленькая. Это мягкий волос. Мягкий, это с головы. Да. На челке и на гриве у лошади это самые мягкие волосы. Лошади. А вот скажите, а на взрослом дейбире? Так, ну вот это мы через восьмерку делаем. Вот столько берем. И восьмерка вот это что вот означает? Так. Это узел, капуцинов узел называется. И вот так мы делаем восьмерку. Восьмерка это что означает?
Это узел, капуцинов узел называется. Ага. Ну вот, напоминает цифру 8. Так, поэтому. Вот оно что. Так, А пучочки и мы вот делаем... когда вы делаете, да, тут вы должны пожелать про себя, что-то вот своим Хорошее. родным, да. Для этого мы делаем круг делаем, и 2 раза вот должны. Двойной узел как? Да. И вот у нас 8 получается. Вот поэтому. А вот Ага. эти пучочки, сколько Эти нужно брать? Вот, 30 штук надо 30 брать. штук А, на вот. один пучок. Да, и мы все это нанизываем на нитку с иголкой. Быстренько мы должны работать. И вот там, где мы сделали Так. вот эти вот узелочки, мы вот в местах узелочков связываем вот буквально все с помощью Да, тут нитки, все иголки. пожелания наши, да. Поэтому, ну это вера. Да. Вот, вселяет веру в человека, да. И когда вот в сумке можно с собой носить, когда-то вот, ну как, если далеко куда-то ездим, летим, да, и тогда очень нам пригодится, потому что она Так будет очень спокойнее. удобная, комфортная, да, и удобно нам. И каждый вот якут думает, что вот каждая волосинка имеет силу, так, и ну, оберегает нас, да, от разных этих трудностей, от каких-то трав. Нехороших Да, людей, да. Здорово. И поэтому, ну я вот давно с собой ношу. Вот это моя первая. Сама, ну вот и сделала, и она до того так истаскалась, да. И вот. Вы носите где ее? На машине или Я в всегда в автомобиле? сумке ношу. А, в сумке? В сумке, да. И То в есть можно и автомобиле так. тоже много. Да. И когда вот что, ну чего ты желаешь, гладишь и вот разговариваешь, и что тебе хочется, да, про А это расскажите, говоришь. пожалуйста, вот они разных цветов. Вот здесь вот Ну, разных черный, цветов. да, Ну, это вот и мужчины, и женщины могут Да, пользоваться, да? черную, Не говорят, разделяется? женщина должна носить. Черную? А почему? Так, ну, там не знаю, а так, совершенное белое. В прошлом все мужчины были алгашитами, у них были белые. То есть вообще Для белая них. лошадь для якута это, ну, как бы священное такое животное, Да, священное получается? животное, их очень мало. Это вот ну, древняя порода, можно сказать. Так, ну вот это все, конечно, требует скорости. Усидчивости, Да, наверное, усидчивости. да? То есть еще раз вот мы Глазомер. напомним, да, что вот в каждом вот этом маленьком пучочке у нас по сколько волосиков? Ну там На глаз, все да? на примерно? глаз делается, да. А так у вас вот здесь вот таких вот пучочков мы собрали 30 штук, да? Да. На маленький дебир, вот такой вот, Да, как да, да. у нашей учительницы, вот такой вот. Да. Вот покажите Здесь им вот 30 эти, которые- пучков. Да. Вот. А почему именно 30? Это тоже какое-то Ну, сакральное конечно, число, 30 это 3, это, конечно, 3 вот, раза, 10 по 3 раза, да? Да, для якута 3, 7, 9 это священные числа. Мгм. Которые несут удачу, Да, 9. связаны с этим. 3, 7, 9. Мгм. В общем, так. Ну, и, конечно, вот когда я куда-то приезжаю, первую ночь я не могу спать, потому что не знаю от чего. Ага, и, ну, может, поэтому я кладу под подушку дейбитчик. Мгм. И что вы желаете? Да, ну, конечно, спокойной ночи тебе желаю, Мгм. хороших снов, и это как бы, Все сбывается? конечно, сбывается. Ну Берем что, на вооружение. Да. У кого бессонница, кто плохо Я спит. люблю очень, вот дейбирчики надо, ну, дейбир надо подарить своим, Мгм. так, родным можно, да, Мгм. или всем, кого, ну, кому вы, ну, кто вам близок. А вот эти дейбиры, они вообще традиционно делаются именно из гривы все, да? Ну, Или маленькие, же конечно, из гривы. гривы? Если из толстой будете делать,
она будет в сторону смотреть. То есть будет очень жесткая. Да, она не... И потом вот так мы делаем как скалку, да, вот крутим. И крутим потом мы это все. А в какое время остригают вот именно гриву? Ну, один раз в год? Весной. Это да? весной. Сейчас ровно скоро будут. Вот когда тепло наступает, да, ну, конечно, мешает им. А от холода грива хвост спасает. То есть осенью не летом, надо остригать, да? Как раз осенью, весной. Да, весной. Да. А потом у них новая новые, грива да, новая у них отрастает. Да. То есть для лошади отрастает. это очень хорошо, да, когда возобновление. Конечно. Ну вот такая причесочка, значит, обновляется у нас потом один вот так раз шьем, в год. туда-сюда. А с помощью чего режут эту гриву? Ножа, ножницы? Она же такая... Ну, ножа можно, да, Якутский нож, да? Нож, ага. А можно использовать Он очень ножницы. А вы сами острый. стригли? Нет, конечно, я вот к лошади близко не подхожу. Почему? Я боюсь. Я тоже боюсь. Но у меня вот племянник работает. Коневодом, да? Предприниматель он, у него свой, И он сам стрижет? свое хозяйство, да, и он. А скажите, а вот все остригают? Это гриву, челку, щетки у какой лошади, чуть-чуть хвостик? укорачивают только, укорачивают. А хвост тоже отстригают? Хвост? Он отрастает? Нет. Хвост нет? Летом же от комаров, от жары же спасает. То есть самой лошади это нужно? Вот все. Так, приблизительно вот так мы уже все в один пучок сделали. Это 30 пучков, Так, мы напоминаем. Да. Потом вот эту что осталось? ненужную мы убираем. Состригаем ножницами, да? Так, чтобы Да. помочь вам? Куда-то надо. На что-то Да, надо, сюда. да? Ты, Бара, где у меня ты-то? А давайте сюда. Нет, вот сюда я могу. Хорошо. Все. Ну и теперь мы будем уже украшать. Так, вот такая у нас получилась. И можно расчесать, конечно. Так, потом вот у меня типа урасы мы делаем, да, тиедита. Но можно еще висюльки я вот приготовила из бусинок. Ну, чтобы было... Так. Ну вот две украшен. лошадки у меня, да? Вот смотрите, вот такие, где угодно шахматные лошадки, типа, они продаются. Бусинки найдутся в каждом доме, наверное, да? О, сейчас в магазинах полным-полно. Ну и в магазине можно купить. А раньше не было, а теперь все есть. А на что мы нанизываем? Это леска так, или и что? все, это леска на леске, она не видно будет. Вдеваете. Вдеваю вот. Ой, как здорово. Знаете, вот интересно, я смотрю, у вас очень красивая шляпка, прям такая замечательная. Ну, да, Вы ее это тоже сами связали? Сами, конечно, крючком. А скажите, а из какого волоса? Это тоже мягкий волос, да? Это из гривы? нитку делаешь, ага. Из гривы из именно. Она мягкая. Да, и вы сами эту нитку делали, да? Конечно. А надо как-то вот стирать, как-то вот, когда состригли? Можно стирать. Можно стирать, сколько да? угодно. И она долго служит. Нет, а вот когда дебир делаем, нужно как-то промыть вот эти наши конечно, пучочки, обязательно волосы? надо промыть. Ну, то есть это очень важный Но момент. если детям даешь, промываешь, а так-то можно и не промывать. Потому что вот потом, после того, как ты сделаешь, да, тогда можно промыть. Ну, например, если вот сырье делают, там она должна быть такой. У вас ножницы какие-то интересные Это такие? зигзаг. Зигзаг. Нужно именно зигзагом пользоваться, да? Нет, Или это обычные ножницы зигзагом мы тоже? делаем вот такие Понятно. красивые То есть, вещи из кожи. То есть Поэтому- для украшения нашего дейбира. Да. Вообще удивительно. Я вот раньше думала, интересно, а как же делают вот эти вот прекрасные, замечательные вот эти вот дейбирчики? Вот буквально у нас все Ну, это ездят на фантазия, машинах. да. Да, и у всех обязательно Дети с делают. колокольчиками, да, как Да. красиво. И все это Вот и отпугивает, да, выместил, злых что ли. духов. Ага.
Да, Так, надо а обязательно, чтобы в каждом доме был дейбир. Есть, А есть. дома можно повесить в прихожей, например, над дверьми? Конечно, над дверью можно Да. повесить. Тогда ни одна напасть не пролезет, не проникнет в дом, в Ну, жилище. ты сама так думаешь, да? И тебе приходит Да, уверенность. действительно, уверенность, да. И ты, ну, говорят же, что мысль, она материальна. да? Конечно. Оказывается, очень легко можно самим сделать, да? А теперь Вообще вот здорово. такую. Это вот называется ураса. Я вот белое сделаю. Это жилище тоже Да, традиционное, это вот, наше ага, якутское. это телита называется в форме урасы. И мы вот это должны сюда Пришить. Или приклеить. Приклеить будем. Клей используем. Вот так вот, зигзагом Вот очень хорошо, зигзаг, мы красиво увидели. получается. Так, это все делается на глаз. Вот якутские мастерицы, они сами все делают и по форме, и на глаз, вот так. Бахромы делаем, бахрому. Можно сделать толстенький, можно потоньше. Да, ну Потоньше как? это будет поизящнее, правда ведь? Ну, конечно, но надо, чтобы Вообще, навечно было. надо сказать, навечно. наши якутские мастерицы, они отличаются вообще невероятным вкусом, невероятной, Да. каким-то вот чувством такой гармонии. Ведь недаром, потому что мы же живем как бы на природе, да, много бываем. Вы часто ездите к своим на родину? О, конечно. И там наполняетесь, Каждый наверное, месяц, можно сказать. энергией Да. своего родного дома, Да, своего вот края. радуемся, встречаемся. Я люблю одаривать их, да, они тоже меня одаривают. Это очень. А что вы привозите в подарок от своих родных? Ну, какие подарки? Чем они вас одаривают? Ну, они в основном молоко или продуктами, да. у них всё. Жеребятину, да? Конечно, жеребятину. Ну, конечно. Здорово. Печень, субай-хан, все. Да, деликатесы, они нас, Балуют. да, а мы им, наоборот, из магазина покупное подарки делаем. Вот клеем, моментом я приклеила все, и вот так. Очень плотно надо Так, всё это плотно, конечно, надо делать. И все, вот тут еще надо, сейчас сделаем вот эти Украшения. Да, украшения сделаем. Так, а на этом? делать. А вы вот и нитку уже как бы убрали или еще? Она вам нет. нужна, чтобы верхушку так Да, условно, да, это я еще не уберу, потом верхушку сделаю. Да, момент клей прозрачный очень подходит. А вы давно занимаетесь с детьми? Я с 2008 года как приехала, поступила на работу во дворец, с тех пор я Здесь учу ребятишками детей занимаетесь, да? 15 лет. И вот девочки мои помощницы, они... Да, но потом у некоторых они выбирают профессию технолога, После ваших уроков, да? учителя технологии. А вы технолог, да? Или этого дизайнера, да? Дизайнера. Да, у меня я по зову сердца, можно сказать. Я вот сама учительница якутского языка, и я знаю духовную культуру, Конечно. традиции своего народа. Ну, поэтому И своих вот учеников в одно тоже время, учите, да? как спасение. Я вот из деревни сюда приехала в город, чтобы своих сыновей, чтобы они учились, да? И потом это у меня, как спасение. Вот меня в школу не приняли, потому что мне 50 было. И вы пошли в дополнительное образование. Да. Вы довольны, как сложилось? Конечно, я очень довольна. Ну, здорово. Я очень люблю конский волос. А где Вот вы люблю сырье берете? заниматься. Это мне мои родственники. Отправляют, Да, да? отправляют. Вы покупаете у них или как? Нет, или они это мне, подарок? Они мне просто так дают. По родству, можно сказать. Но если ты у них берешь,
ты должна взамен что-то им, то ли что-то должна подарить из конского волоса. Ну вот махалки из того, можно. что сделали, да? да? Я вот шляпки. А вообще в быту вот это используется Шляпки я- махалка? Ведь сейчас очень много репеллентов там Конечно, всяких. да. Но вот это все-таки природно. На то есть, все женщины, все мужчины ходят, используют, да, да. с собой носят. Не, ну а, например, поехал на сенокос, например. Там, конечно, тоже надо. Там используют, очень да? много этих насекомых, да. Ну вот такие от них. шнурочки всякие разные, да, тоже, в принципе, в магазине можно купить О, сколько тесьму, угодно, да. Сейчас вот только видите, было бы желание Да. и со всякими блестючками. Вот девочки любят очень такое яркое, такое вот. я что тоже люблю. блестит. В моем детстве блестящих было мало, поэтому я всегда, Но мы настоящие девочки. всегда вот делаю, использую блестящие предметы. Ну, конечно, они украшают. Глаз радуют, Да, и, конечно, девочкам тоже очень нравится, они любят, да. Скажите, а вот ваши ученики, мальчишки приходят к вам? Мальчишек я не беру, но бывают желающие, всё-таки да? это не но я мужское занятие, в да? основном я Всё-таки это занимаюсь с рукоделие девочками. это девочки, Да, да. девичьи занятия. Чтобы ориентацию Как у них здорово, не что вы портить. обучаете нашу молодежь, ребятишек именно, Да. вот основам нашей национальной традиционной культуры. Вот Это хорошо, вообще вы что такая еще- молодец, здорово. Еще вот WorldSkills есть. Вот это очень... И ваши ученицы там тоже Да, показывают свое мои мастерство, да? ученицы, он уже пятый Участвуют. год уже участвуют, да. Ну и, наверное, они вообще там таких успехов достигли каких-то, да? Ну вот одна моя вот сделала вот это. О, Прямо на какая WorldSkills красота. сделала. Посмотрите, и давайте мне покажем. подарила. Она у меня 6 лет до 9 класса. Она, Очень аккуратная, она красивая. А я думала, это вы занималась, сделали. ага, и в конце она вот такое сделала. А сколько девочке лет сейчас? Она сейчас учится Уже в студентка? колледже технологии и дизайна, уже 4-й курс. Она после 9 сразу. Ну, смотрите, правда Сразу красиво? поступила. Красота. Да, и в своей родной школе она сейчас уже практику проходит. Молодец какая. Да, одна моя, тоже, которая вот Ой, как красиво у вас да. получилось. теперь я еще тут сделаю. Обязательно надо здесь делать верхушку. Без верхушки нельзя, потому что это наш дом. Да, это да. ураса как дом. То есть вот обязательно в виде урасы, а это наше традиционное жилище. Да, Ну, да, вообще да. это здорово. Это И там- маленькая миниатюра, Да. вот, и все верование якутов вот сосредоточено вот здесь. То есть там, где мы живем, да, это наша ураса. И вот конский волос, который нас оберегает. В выходные надо обязательно попробовать Ну, я выполнить. вот много мастер-классов дала, и вот приходили, и люди... Ну, желающих много Да, вот студенты, которые учились Ой, это так в радует, когда центральных студенты. вузах, да, они вот специально для себя сделали, и они, ну, конечно, с собой эти брали путь, дорогу. Ну, некоторые своим братьям подарили, да. Потом вот это мы закрываем наглухо, ну, типа вот так, и в конце еще можно Украсить украсить бусинкой яркой. яркой бусинкой. Так, ну, можно разные цвета взять, чтобы глаз Радовался. радовался. Ой, какая красота. Так, и... Так, сделаю вот так. Можно и так делать. Уже у нас на исходе, А можно наверное, время уже использовать, вот видите, заканчивается, здесь да? вот в виде коронки, да, вот Да, венчает. ты вам показываю, покажите им нашим вот так. И тут я прицепляю вот на такую штучку. Ну, это вот. И отсюда. Это можно потом куда угодно повесить, или можно сюда. Но это очень кропотливая работа. А вот мелкие вещи делаешь, да, они очень
такие. Ну, а с детьми, когда занимаешься, у них развивается моторика рук. О, да? мелкие Это здорово. мотор. У них пальцы такие гибкие, чем у меня, да? Мгм. Но я словами учу, скорее всего. Вот опять вышла, тут надо приступить. Мгм. Ну, иногда так бывает. Конечно, тут надо завязывать. Если вот так все время выходит. Ладно. Все у меня почти Готово. готово. Мгм. Все. Потом это можно. Уже отрезать. Все. Все. И вот у нас получилась замечательная вещь. Ага, тут можно что-то на веревку можно или куда-то повесить. И повесить. Вот такая получилась. вот такая у меня. чудесная вещь получилась. С двумя лошадками. Вот красивая вещь. Красивый дейбир получился. Так, еще Спасибо вещь вам есть, да? огромное. Я вам это дарю. Ой, как Так, приятно. подарю, чтобы Спасибо у вас большое. все получилось, чтобы у вас было много видеосъемок, удачных, да. И Ой, чтоб в спасибо. семье тоже Спасибо счастье, вам огромное. Вот богатство. В нашей программе подарили вот такой замечательный благополучие. дейбир. Еще есть время? Спасибо большое. А я вот люблю вот этот дейбирчик, который мне подарила моя тетя. Она вот год тому назад она умерла от ковида. Конечно, это очень тяжело вспоминать. И это они вот из природного материала все сделали, и мне вот сестре своей Полностью подарила. из Я искусства. постоянно вот в торжественные дни или вот какие-то случаи жизни всегда с собой беру. Мне кажется, что меня оберегают. Вот. Спасибо вам большое. Мои предки. Можно Мария сказать. Петровна, мы выражаем вам огромную благодарность от нашего телеканала за ваш чудесный подарок. И, дорогие друзья, попробуйте это сделать своими руками. Это здорово, это легко, просто, но столько смысла вот в этой вот маленькой вещице. Желаем вам удачи.